Глава республики выступил перед народными депутатами с итогами деятельности исполнительных органов государственной власти за 2021 год. Выступление прошло в ходе 38-го пленарного заседания Госсобрания Тумэн и затронуло все основные направления политики региона, результаты реализации национальных проектов и строительства социальных и стратегических объектов. Кроме того, в своей речи А.С. Николаев обратил особое внимание на непростой период, с которым столкнулась наша страна, и подчеркнул, что республика всецело поддерживает обозначенные руководством страны меры помощи, предусмотренные для участников специальной операции и их семей. Особое внимание, коллеги, мы также должны уделить поддержке семей участников специальной военной операции. Указом президента России определены квоты по приему детей из этих семей на бюджетные места в вузах. Дети раненых и погибших смогут поступать без вступительных экзаменов. Безусловно, у нас в республике мы всецело поддерживаем участников специальной военной операции и их семьи. Я прошу и правительство, и Государственное собрание Алтума подключиться к решению данных вопросов. Напомнил глава республики и об исключительной ответственности перед вызовами в условиях санкционного давления. Так А.С. Николаев отметил, что сегодня назрела необходимость в актуализации стратегии социально-экономического развития республики. При этом, по его словам, санкции против России напрямую затрагивают экономику региона, а значит влияют на уровень и качество жизни якутян. А на объемы социальных программ будет влиять волатильность мировых рынков нефти, газа и угля, а также динамика инфляции. 28 марта правительством республики был принят план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития республики в условиях внешнего санкционного давления. Ключевые задачи – это поддержка занятости и доходов якутян, поддержка основных отраслей экономики, оперативное обеспечение продовольственной безопасности, досрочный завоз продуктов питания и товаров первой необходимости и лекарственное обеспечение. Благодаря своевременно и оперативно принятым решениям нам удалось не допустить дефицита товаров, необоснованного роста цен.